드링크스 거스보다 당보들이야 나물랭게 성물이야 아니 섬지 저지 Итак, прежде всего, по случаю нашей сегодняшней встречи, я хочу вас всех поприветствовать. Сказать вам всем Таши Дрели. Сегодня третий день наших учений. И сегодня я хочу продолжить обсуждение, которое мы начали в прошлый раз, и мне кажется, что хорошо будет начать именно с этого сегодня. В прошлый раз я объяснил, что на развитие читтаматры повлияло много различных условий. И среди всех этих условий мы можем выделить 4 ключевых условия. И первое среди этих условий – это общая тенденция буддистской философии, которая все больше сводилась либо направлялась в сторону понимания того, что ум является самой важной. И вторая причина – это необходимо объяснить основу для существования самсары. И причина в том, что хотя буддисты, не буддистские философы, не соглашались с ведическими философами о том, что существует некое «я», либо самость, но тем не менее они поддерживали идею о существовании самсары, и это выглядело противоречиво. Тогда началась вся эта дискуссия по поводу того, что является основанием сансары. Из нее родилась концепция йогачары о том, что есть осознание основы алая-вижняны. И в контексте сутры Прагняпарамиты говорится о воззрении пустотности шуньяты. И еще читтаматра опиралась на воззрение шуньяты, и которое заключалось в том, что для верного понимания явления должны быть не отделены от их природы, от их пустотной природы. И следующая причина в том, что они полагались на особый способ прозрения в истинную природу, метод йоги, либо медитативной концентрации на дьяны. И поскольку они верили в этот способ познания, основываясь на нем, они развили свою философскую систему, которая получила название йогачары. Как я уже описывал ранее, те, кто практикует воззрение читтаматры, и называют йогачаринами, либо мастерами йогачары. Откуда происходит этот термин? Где мы можем найти его истоки? Говорится, что
их истоки этого можно найти в следующем. Если мы зададимся вопросом, в чем заключаются истоки йогачары, надеюсь, вы видите слайд, который я хочу вам показать. Для определения этого источника йогачары прежде всего важно понять, что означает сам термин йога. Йогачара состоит из двух слов — йога и ачара. Йога в более широком общем смысле означает дьяну, медитацию, либо практику, в которой ум однонаправленно сосредоточен на объекты сосредоточения. Поэтому любые практики медитации, практики дхьяны, медитативной концентрации, всех их можно назвать йогинами. К примеру, Миларепа является йогином, он иногда называется коронной драгоценностью всех йогинов, мы называем его владыкой йоги. Именно такими именами называется Миларепа. Кроме того, в наши дни, когда кто-то говорит о йогине как о практикующем, то люди думают о практикующем мирянине, кем-то, кто не является монахом либо монахиней. Однако это не обязательно так, потому что главное значение слова йогин либо йогини — это тот, кто практикует медитацию, тот, кто практикует медитацию, тот, кто практикует садханы божеств, поскольку они также основываются на дхьяне, однонаправленной концентрации, на визуализации божеств. И кроме того, понятие йоги не ограничивается буддизмом. Как вы знаете, это понятие также и принадлежит к ведическим школам. Йога — это путь к освобождению. Однако в индуизме это то, что называется Ишвара-йога, либо соединение с Верховным Божеством Ишвары. И именно на это направлена практика медитации вхождения в дхьяны, на такое единение с Ишварой, Высшим Богом. И практикующие не буддийские школы, они также практикуют йогу, их можно назвать йогинами. Однако в буддийском контексте, когда мы говорим йогачарин, йогачарины, это те, кто практикует йогачару. И именно в таком контексте обычно понимается слово йогачара, то есть это последователи школы Читтаматры, только ума. Итак, вопрос это в чем мы можем найти истоки практики, которая считается практикой школы йогачары, либо как это направление отделилось от других школ. Как я уже объяснял ранее, мы можем всех практиков буддизма практиками йоги. Однако, почему именно практики школы Читтаматры мы можем назвать йогачаринами? И эти истоки мы можем найти в трактате, который называется «Йогачара Бхуми», либо «Уровни йогачара». Йогачара Бхуми — это санскритское название Бхуми йогачары, либо уровни йогачары. На тибетском у этого трактата есть и подназвание, которое называется «Уровни 5 школ». И эти 5 школ — это 5 частей. Первое
это основная часть объяснения уровней. Второе — это изложение обоснований. Третьим — это изложение наименований, и затем это изложение способа объяснения и именно такие подразделы в этом трактате йога Буми, и когда мы говорим об этом трактате, это очень важный текст, поскольку он является основополагающим текстом Читаматры. О чем либо что изложено в этом трактате, я буду подробно говорить об этом позже. Однако сейчас я хочу рассказать о том, почему этот трактат называется Йогачара Бхуми, уровни Йогачары. Как я уже упоминал, это санскритское название Йогачара Бхуми. И мы можем понять это название двумя путями, двумя способами. Первый — это уровни практики йоги. А второе — это стадии, которые достигают практики йоги. И если мы взглянем на перевод этого названия на китайский, то китайское название между двумя этими пониманиями. Это можно объяснить как различные уровни практики йоги и как они достигаются. Но если мы взглянем на сам текст Йогачара Бхуми, то будет понятно, что уровень практики йоги станет более понятен как сама суть этого трактата, поскольку в этом трактате объясняются уровни практики, либо последовательность практики. В Йогачара Бхуми первый текст и называется главная часть уровней, либо стадии. И здесь описывается главная практика, которая разделяется на 17 секций, либо 17 подразделов. Сначала это уровень, который связан с 5 сознаниями. Это объяснение общего способа функционирования ума. Затем идут следующие 7 уровней. Это исследование уровня без остатка, достижение без остатка до обоснования уровней дьяна, медитации на дьяны. И эти первые 2 уровня и затем следующие 7 уровней, они совместно составляют 9 уровней, первые 9 уровней, объясненных в этом трактате. Затем, после этого, следуют следующие 3 уровня. Это уровни с 10 по 12. В них объясняется 3 типа тренировки. Это уровни тренировки практика в йоге. Затем следующие уровни с 13 до 15 учат изложению 3 колесниц в соответствии со склонностями практиков, такие как Шраваки, Братика, Будды и Бодхисаттвы.
Это 3 типа практикующих и 3 следующих уровня. И затем последние 2 уровня, это 16 и 17, это изложение плода, либо результата, который достигается с помощью практики. Это нирвана с остатком и нирвана без остатков. И таким образом всего в ней излагается 17 уровней. И с помощью этих 17 уровней излагается объект медитации, затем также практику и обретение результата. И именно поэтому, когда мы изучаем, читаем Йогачара Бхуми, мы видим, что в них излагаются пути всех 3 колесниц, то есть пути практики всех практикующих дхармы. Все эти пути практики, они собраны в этом трактате Йогачара Бхуми. И в чем заключается смысл, либо цель создания этого трактата? Цель этого трактата в том, чтобы собрать воедино все уровни практики дхармы. И также мы говорим о йогинах на уровнях йогачары. И когда мы говорим об этом, нам следует понимать, что мы имеем в виду всех практикующих, не только последователей йогачары Махаяны, или только практикующих йогачары и не других практикующих Махаяны. То есть мы охватываем всех практикующих дхармы. И таким образом, хотя Йогачара Бхуми считается основополагающим трактатом для школы йогачары, в нем, в этом трактате, излагаются практики всех 3 колесниц. Тогда может возникнуть вопрос, а почему же тогда этот трактат является основополагающим для Читаматры, исключительно для Читаматры? Это может показаться противоречивым. Однако, если мы посмотрим на причину, по которой этот трактат считается основой для йогачары, мы можем выделить 2 таких причины. С одной стороны, когда был создан возник этот трактат Йогачара Бхуми, то целью его создания было собрать воедино все практики дхармы и презентовать все практики вкратце, в кратком логическом изложении. В этом как раз и полагала цель написания этого трактата. И именно поэтому понятие йогачарин в этом контексте означает всех практикующих дхарму. Если мы взглянем на китайский канон, что такое канон? В тибетской традиции мы говорим о кангюре, словах Будды, и тенгюре, трактатах на слова Будды. В Китае китайский канон разделяется на три питаку, то есть на 3 корзины учений. И в китайском каноне содержится несколько текстов, титулы, названия которых похожи на название Йогачара Бхуми. Всего таких текстов 3. Первый из них был переведен на китайский мастером западного Цинь по имени Дharma Rakshada. И этот текст также называется Йогачара Бхуми. Почему мы говорим, что он так называется? Потому что в сутре, который открывает этот текст называется Йогачара Сутра, либо на языке Цинь пути и уровни практики.
И, то есть когда мы смотрим на этот текст, мы видим, что это более длинная версия текста, который называется «Сутра о путях и уровнях», который был переведен во втором столетии на китайский мастером по имени Ан Чигао. Он был принцем Персии, империи персов. И темы этого трактата включают в себя развитие отречения, развитие различных типов медитации, позы для медитации и способ практики. То есть это своего рода сборник наставлений по практике медитации. И если мы захотим оценить этот трактат согласно его содержанию, то по содержанию он идентичен с трактатом под названием «Сутра о меньших путях и уровнях», который был переведен на китайский Шияо. То есть это сутра о меньших путях и уровнях, то, что на китайском называется Дао Ди Цзин. И он был переведен в поздний ханьский период. И в этом тексте говорится, что этот текст называется также Йога-чара Бхуми. И в этом тексте также объясняется практика медитации на дьяны. И этот второй текст известен под названием Дharmatara Дьяна Сутра, поскольку говорится, что его автором является мастер по имени Дharmatara. И Дharmatara также связывается с Дharmarакшитой, что это один и тот же мастер. То есть у нас есть два этих текста. Первый был написан мастером под именем Сангаракша, а второй мастером по имени Дharmarакша. И поскольку у нас есть еще два текста, которые называются Йога-чара Бхуми. И о чем это нам говорит? О том, что само название Йога-чара Бхуми, либо Йога-чара, Йога-чарины, все это связано с кратким изложением того, что является йога, либо дьяна. То есть это краткое изложение практики медитации на дьяны, либо практики йоги. И тексты, в которых излагается эта тема, все они могут быть названы йога-чара Бхуми, то есть уровни йога-чары. Похоже, что существовала традиция называть тексты на эту тему таким образом. И необходимо разделять эти тексты между собой, и поэтому они различаются по имени мастеров, которые их перевели. И поэтому можно увидеть, что они называются как трактат Йога-чара Бхуми Дharmarакшиты и трактат Йога-чара Бхуми Сангараракши. То есть они разделяются по именам мастеров, с которыми они связаны, однако это не их изначальное название. Их изначальное название как раз просто Йога-чара Бхуми. И эти тексты называются сутры. На самом деле они не сутры, они трактаты, они шастры.
И эти два мастера, с которыми они связаны, Дharmarакша и Сангаракша, они принадлежат к школе Сарвастивада. Как я уже объяснял, изначально санга разделилась на Ставираваду и Махасамгику, а затем позже Ставиравада разделилась на подшколы, и Сарвастивада является одной из этих подшкол. И эти два текста, которые называются Йогачара Бхуми, переведенные на китайский, похоже, что это просто краткое изложение воззрения школы Сарвастивада. Также в главном трактате Сарвастивады, который называется Вайбашика, либо Великое изложение, часто употребляется слово йоги или йогин, либо йога. Но в этом тексте, когда они говорят о йогинах, это медитирующие практики, которые развивают отречение, либо медитирующие, которые созерцают 4 истины, либо те, кто практикует то, что связано с 4 плодами духовной практики, имя как 4 плода колесницы основы, Срабатанна, входящий в поток, тот, кто возвращается один раз, тот, кто не возвращается, и Архат. Это 4 плода колесницы основы. Однако мы не знаем точно, что говорилось в этом трактате Вайбашика Великого изложения, поскольку этот трактат не дошел до нас на санскрите. Есть лишь упоминание о нем в переводе. И на китайском у нас есть китайский перевод этого трактата, который был осуществлен Сюаньцзаном. На тибетском нету перевода этого трактата. Он не сохранился. Говорится, что в этом трактате на китайском 200 разных разделов, не все из них сохранились, но даже из того, что сохранилось, видно, что это огромный текст. И если мы хотим понять, чем является воззрение Сарвастивады, нам следует изучать этот трактат, этот длинный, обширный трактат. Кроме того, в китайской традиции, кроме этого трактата, переведенного Сюаньцзанем, есть и полный перевод Йогачара Бхуми. И переводчик Йогачара Бхуми на китайский тот же самый, это Сюаньцзань. То есть он перевел оба этих трактата. И термин, который он употребляет в этом трактате Вайбашики Йогачара Бхуми, это один и тот же термин Йогачара. И именно поэтому мы можем утверждать, что поскольку переводчик один и тот же, и на китайском он употребляет одно и то же словосочетание, то это означает, что на санскрите прототипом этого было одно и то же выражение. Кроме того, в палийском каноне, которому следуют практики современной Theravada, традиции, которая распространилась на Шри-Ланке, Таиланде, в нем понятие йога-чары не используется, не встречается. Поэтому похоже, что этот термин был особым термином, который употреблялся в школе Сарвастивада. В палийском каноне, которому следует школа Theravada, есть понятие йога-авачара. И возможно, что это понятие йога-авачара связано с йога-чарой.
Однако самого понятия йогачара в палийском каноне нет. Если мы продолжим обсуждать употребление понятия йогачара, то в китайском переводе Вайбашки Великого Изложения есть описание одного события, и говорится, что были диспуты, дебаты между йогинами и абидармиками, мастерами абидармы. И йогины и в чем заключался этот диспут? Что в этом диспуте йогины, последовательные йоги, говорили, утверждали, что 5 сознаний органов чувств, такие как сознание глаза и так далее, они возникают на основе продолжительности предыдущего момента ментального сознания, а не продолжение предыдущего момента индивидуального восприятия органов чувств. В то время как мастера абидармы утверждали, что сознание органов восприятия, например, сознание глаза, зрения и так далее, это и продолжительность этого сознания зависит. Каждый следующий момент этого восприятия возникает на основе предыдущего момента этого восприятия. То есть предыдущий момент ведет к следующему. Если это не так, то есть противоречие, утверждали они. То есть похоже, что этот диспут сводился к разногласиям, либо к различным пониманиям между теоретиками, то есть мастерами абидармы, и практиками, йогинами. И кроме того, в этом трактате «Великое изложение» Вайбашика говорится, что среди самих йогинов были различия, и они различались на южных йогинов и северных йогинов. И говорится, что если эти две группы йогинов обсуждали белый цвет, то северные йогины сравнивали белый цвет со снегом, тогда как южные йогины сравнивали его с сахаром. То есть, что здесь, о чем здесь говорится? Это слово йогачара, либо понятие йогачара. Это понятие, которое довольно широко употреблялось уже в период существования ранних школ. То есть это понятие, которое возникло задолго до появления школы Читамадры. Уже в период ранних школ буддизма это был широко распространенный известный термин. И последователи различных групп, либо различных школ, географических школ, и эти практикующие назывались йогинами. И похоже, что источником такого названия является великий трактат Вайбашки Великого Изложения. Если мы взглянем на школу Сарвастивада, причина, по которой она так называется, и почему мы вообще об этом упоминаем, это о том, что истоки йогачары Читамадры как раз и находятся в этой школе Сарвастивады. В период ранних школ Сарвастивада было очень
влиятельной. Говорится, что в Северной Индии школа Сарвастивады была самой важной, либо самой влиятельной. И когда мы говорим о 4 философских школ, мы говорим, первая школа — это Вайбашика. На самом деле Вайбашика — это трактат Сарвастивады, то есть это синонимы Вайбашика, это и есть Сарвастивада. И Сарвастивада была знаменита своим знанием в Абхидharме. И причина этого как раз и заключается в этом глубоком трактате Вайбашики. Состоял из 200 частей. Это была кульминацией их философской мысли, изложения Абхидharмы. И в том, что касается школы Сарвастивады, как раз к этой школе принадлежали самые значительные мастера Абхидharмы. Когда мы говорим об Абхидharме, то мы имеем в виду Вайбашика, Сарвастиваду. И именно поэтому Сарвастивада известна своими мастерами Абхидharмы. И те, с кем эти мастера Абхидharмы дискутировали, это были практики, те, кого называли йогины. И на самом деле между йогинами и абхидharмиками не было противоречий относительно воззрения. Они разделяли одно и то же философское воззрение. Однако были различия в том, как это воззрение объяснялось, поскольку йогины опирались на свои переживания, медитация на дхьяны. Именно поэтому их объяснение того, чем является воззрение, могло отличаться. Особенно эти изложения могли отличаться о том, как функционирует сознание. И внутри школы Сарвастивада по-другому объяснялось это прозрение йоги. И то, что мы называем прозрение йоги, это термин, который употребляется на китайском. К примеру, йогины имели переживание того, что называется всеохватывающее самадхи синьва. Это такой определенный тип самадхи. Говорится, что именно такие особые самадхи связаны с позднейшим развитием воззрения Читаматры. В Вайбашике излагаются эти типы самадхи, однако можно сказать, что именно изложение или объяснение этих самадхи йогинами легли в основу в воззрении Читаматры. Именно поэтому нам следует обратить на это внимание. Также возможно, что в период существования ранних школ, кроме Сарвастивады, были и другие школы, в которых было две линии ученых, традиции ученых, знатоков трактатов и йогинов. То есть линии воззрения, линии практики. Однако именно то, что повлияло на формирование Читаматры, это была школа Сарвастивады, поскольку именно воззрение Сарвастивады наиболее близко к Читаматре.
Сарвастивада была самой известной, самой влиятельной школой в Северной Индии. И великие мастера йогачары, такие как Асанга, Васубанду, они все начинали в традиции Сарвастивады. И поэтому способ, с помощью которого они излагали воззрение йогачара, близок к способу Сарвастивады. Все эти мастера принадлежали к Сарвастиваде и являются мастерами Северной Индии. И в результате изложения, которое они дали, объяснение воззрению Читаматры, оно близко изложению Сарвастивады. Именно по этой причине принадлежности мастеров этой традиции. Однако при этом следует понимать, что хотя и Асанга, и Васубанду изначально принадлежали школе Сарвастивада, затем они отошли от воззрения этих школ, то есть как они излагали воззрение Читаматры, не идентично с тем, как излагается воззрение Сарвастивады, это другое воззрение. И, как я уже говорил, в самой Сарвастиваде было два этих направления. Это абидармики, либо философы и йогины. И если мы зададимся вопросом, за кем из этих двух групп последовала Читаматра, то можно сказать, что Читаматра последовала именно за практиками йогинами, поскольку они опирались на опыт своей практики. И тогда возникает вопрос, каким образом достигался это опытное переживание йогина. Я уже объяснял, йога означает практику медитации, практика медитации на дхьяны, медитативное сосредоточение. И в конце периода ранних школ, когда мы говорим о практике медитации на дхьяны, это Шравакаяна, то есть медитация на дхьяны Шравакаяны. Однако после периода ранней школы, когда начала распространяться Махаяна и воззрение пустотности шуньяты, то практикующие йоги, они практиковали медитацию Махаяны на дхьяну, и их называли йогинами Махаяны, поскольку они медитировали с помощью медитации Махаяны на йоги, на дхьяны, и развивали прозрение йоги на основе Махаяна. И чем отличались практики Махаяны? Они отличались тем, что и главным фокусом медитации было то, что называется только ум. Именно здесь мы видим эти истоки понятия читтаматры, либо только ум. Только ума. Сейчас я хочу подвести итог этой дискуссии, которую мы с вами провели на протяжении всех этих первых дней. Это дискуссия о различных обстоятельствах, в которых возникло воззрение Читтаматры. Итак, первое, это то, что в период ранней школы в основном философы опирались на логическое обоснование, и для того, чтобы обосновать воззрение. Однако не все были согласны с этим. И причина, по которой они были не согласны, в том, что во время практики возникает определенные переживания и прозрение.
И если пытаться загнать эти переживания лишь в логическое обоснование, то они не будут иметь никакого смысла, их нельзя объяснить с помощью логики. И именно поэтому практики чувствовали, что для них недостаточно лишь логического обоснования. И это и было причиной, по которой начало отделяться то, что впоследствии стало Читамадрой. Кроме того, как я уже говорил, велись дискуссии о том, что является основой сансары. И это исследовалось на основании логики. И логика использовалась для того, чтобы определить, что является основой сансары. И выделилось логическое обоснование, которое утверждало, что основой для сансары является алая виняна, сознание основы. Но это было не только логическое обоснование, оно также опиралось на прозрение практики. Кроме того, выделилось направление тенденции объяснять, что все является только ум, лишь только сознание, опираясь на описание. Я привел вам примеры Заватамсака, сутры, других сутр. В Аватамсаке это целая глава, и эта главная глава в Аватамсаке выделяется как отдельный сутра, называется даже Бумика сутра, сутра о 10 уровнях, либо 10 буми, 10 стадиях. И в результате развития этого нового направления оно отделилось от традиции Сарвастивады вследствие многих внутренних и внешних причин, и главным из которых было переживание медитации на дхьяны. И именно благодаря этим опытным переживаниям медитации на дхьяны они начали отделяться и двигаться в сторону формирования воззрения только ума, либо только восприятия. И в результате сформировалось новое воззрение, в котором были новые утверждения, такие как три природы, три лакшаны, утверждение о алае вижняне как основе сансары. И в результате все это привело к формированию отдельной школы, которая получила название йогачара. То есть это было результатом собрания воедино многих причин и условий. Это не то, что возникло вдруг внезапно без причин. Also, 다시 한번 я 쌤잡이 줍다 수 있어 말이다. Продолжим. Итак, о чем я хочу говорить дальше, это о том, как распространилась школа Читаматра. Подождите минутку. Итак, как достигла своего развития школа Читаматры. Если мы захотим понять, как распространялась школа Читаматры, мы можем разделить этот процесс на 4 части. Как она распространилась в Индии, Китае, Японии
И это состояние либо положение Читаматры в древнем и современном Тибете. Поскольку в Тибете особая ситуация, трактаты Читаматры были переведены и получили свое распространение в Тибете, однако сама школа, похоже, не получила распространения. И начнем мы с первого. Это то, как Читаматра распространилась в Индию. Итак, когда мы говорим об Индии, первое, что нам нужно знать, и я уже упоминал об этом несколько раз, в Индии не было традиции исторической летописи, в которой бы фиксировались истории авторов текстов, их даты жизни, смерти, даты развития школ и так далее. И когда ученые сравнивают тексты и устные истории, которые передаются из прошлых поколений, они сравнивают их, они анализируют их в деталях, и лишь на основе этого они могут прийти к логическому умозаключению, предположению, либо гипотезе по поводу того, что же действительно произошло. Когда мы задаемся вопросом, что является причиной появления Читаматры, то нам следует взглянуть на то, в какой форме Читаматра распространилась в изначальном виде, каковы были рамки, в которые она появилась и обрела свое развитие. Это первый шаг. А второй, следующий шаг — это какие изменения произошли в этой изначальной форме, как эта форма развивалась и как она достигла совершенной стадии. И в конце концов, нам также нужно взглянуть на то, как получило развитие это цельное философское воззрение, которое мы можем изучать сегодня. То есть с момента возникновения школы до момента кульминации развития есть определенная последовательность стадии развития, и это не то, что что-то возникло и было изначально совершенно. Есть последовательность и стадии развития, и нам необходимо знать о них, изучать их. И для того, чтобы понять эти стадии, нам необходимо прочитать трактаты этой школы, и мы сможем тогда увидеть своими глазами, как менялось изложение, как менялись подходы. Мы сможем увидеть изменения форм и то, каковы были термины, которые использовали философы этой школы, как эти термины определялись, что происходило с этим понятийным аппаратом, как он менялся. И мы исследуем это не только в границах одного какого-то трактата, мы сравниваем трактаты между собой.
И на основе этого определяем, какие из них являются более ранними, какие являются более поздними. Однако нам сложно определить порядок, в котором были созданы эти трактаты. В этом заключается еще один сложный аспект индийской истории, истории Древней Индии, поскольку в индийской традиции не сказано, когда был создан этот текст. В тибетской традиции иногда указывается, когда трактат был создан, особенно в более позднее время, указывается, в какой год был написан тот либо другой текст. Однако в индийской традиции этого нету. Не указана дата, и также не указано имя того, кто написал этот трактат. Поэтому мы не знаем, кто его написал. И И в Китае, в китайской традиции обычно мастера подписывали свои работы. К примеру, художники древности, они всегда писали свое имя на своих творениях. Но в Тибете, согласно традиции, мы не можем писать свое обычное имя на изображениях опор просветленного тела речи и ума Будды. То есть будь то изображение Будды, либо статуя Будды. Говорится, что если мы будем подписывать эти работы своим обычным именем, то это приведет к сокращению срока нашей жизни. Именно поэтому в Тибете художественные работы никогда не подписывались, и поэтому очень трудно определить, какой именно художник написал ту либо другую великую танку. И нам для того, чтобы определить это, нам необходимо сравнивать художественный стиль того либо другого танкописца, чтобы определить, какие именно полотна принадлежат его перу. И та же проблема и с текстами, поскольку индийские тексты были написаны на санскрите, но эти рукописи этих изначальных текстов утеряны, поскольку прошло много столетий с тех пор, как они были написаны. Эти манускрипты не сохранились. И когда эти тексты были принесены в Тибет, то эти тексты могли быть переведены разными переводчиками, и в результате были введены изменения в смысл текстов. И часто между различными переводами даже одного и того же санскритского прототипа наблюдается много изменений, значительных различий. И тогда возникает вопрос, а какой перевод больше всего близок к прототипу, к оригиналу? Мы могли бы делать какие-либо утверждения по этому поводу, если бы у нас был доступ, возможность посмотреть на санскритский прототип. Однако у нас нету такой возможности. У нас есть лишь переводы, поэтому очень сложно сказать, а какой из этих переводов ближе всего к санскритскому прототипу. Кроме того, могут быть различные манускрипты, рукописи даже одного и того же трактата, но эти рукописи различаются. К примеру, колофоны рукописи могут различаться, кроме того, содержание рукописи различается. И даже часто в рукописях указываются различные авторы. И к примеру, возьмем великий трактат Махаяна Сутра Аламкара.
который был переведен на китайский мастером по имени Прабхакара Митра. В этом переводе говорится, что автором Махаяна Сутры Аламкары, украшения Сутры Махаяны, является Асанга. Однако в тибетской традиции говорится, что автором является Майтрея. Здесь мы говорим именно о рифмованной версии Махаяна Сутры Аламкары. Еще есть паразаический текст, который считается комментарием на Махаяна Сутру Аламкару. И в комментарии на него Стирамади и Бютона Ринчандрупа говорится, что этот трактат был написан в Васубанду. И тогда возникает вопрос, кто является автором того либо другого трактата. Поэтому, если мы захотим понять, как развивалась школа Читаматры, нам необходимо сравнивать содержание трактатов этой школы, чтобы определить, что в них сходно, что отлично. И лишь таким образом мы можем определить последовательность их создания, что из них является более ранним трактатом, а что более поздним. Кроме того, нам необходимо исследовать все исторические источники касательно авторов этих трактатов. То есть нам действительно нужно копаться в архивах исторических аналогах для того, чтобы определить, кто является автором того либо другого трактата. И, возможно, благодаря этому мы можем определить порядок событий и что когда произошло. И так с сегодняшнего времени нам необходимо отправиться в прошлое. И таким образом общий способ исследования Читаматры, он примерно таков, вот его составляющие. И когда именно таким образом началось исследование Читаматры в XIX веке, в наше время, в современное время, и говорится, что современные ученые начали изучать Читаматру в конце XIX века в Японии и в Европе и в Америке. И они начали с того, что пытались определить даты жизни мастера Васубанду. Они пытались определить, когда жил Васубанду. И затем, после этого, также перешли на исследование того, когда жил Асанга, кто такой Майтрея и так далее. То есть мы говорим о конце XIX века, то есть это уже больше одного столетия, как это исследование продолжается. Несмотря на то, что оно продолжается больше века, если мы взглянем на то, на какие вопросы были получены ответы, на самом деле ответов не так много. Некоторые вопросы были решены с высокой степенью определенности, но большинство вопросов они остаются открытыми, хотя есть некие обещающие моменты в этом исследовании.
в том, что касается развития, общее развитие философии Читаматры, процессов этого развития, то сейчас можно утверждать, что у нас есть общее понимание того, как это развитие происходило. И именно это мы можем понять из исследования современных ученых о том, как развивалась философия Читаматры. И тем не менее следует заключить, что несмотря на эти исследования, которые длятся больше одного столетия, мы все еще почти ничего не знаем. Эти исследования делаются с помощью современных методов, современных подходов. И есть много исследователей. Примеру, есть такой тибетский ученый Келсан Гелван, который жил в Японии, поскольку у него была большая связь с японскими учеными. И можно сказать, что это тибетский ученый, который достиг мирового уровня исследования. Но кроме этого, очень мало тибетских ученых, которые вышли на международную арену, на международный уровень исследований. Не то, что вышли на уровень, но хотя бы даже приблизились к международному уровню. Поэтому об этом следует помнить, когда мы смотрим на научную сцену исследований Читаматры. Когда мы пытаемся объяснить, как Читаматра распространилась в Индии, как я уже упоминал, то самым первым текстом, который нам следует обратить внимание, это Самди Нирмочина Сутра. Сутра, которая излагается намерение Будды. И есть еще один важный текст, который также возник примерно в то же время, в первом веке. Это текст, который называется Махаяна Абхидharma Сутра. Однако похоже, что этот текст не был переведен на китайский и не был переведен на китайский. И в результате у нас нету никаких свидетельств об этом тексте. Есть лишь упоминание об этой сутре в других трактатах, однако сам текст этой сутры утерян. Санскрит утерян, и поскольку, похоже, не было переводов, то и не сохранилось никаких текстов. И говорится, что приблизительно этот текст стал популярным во времена Нагарджуны. И воззрение Читаматры развивалось постепенно и обрело свое развитие и завершенность лишь со временем. И тогда, когда же были сформированы основы этого воззрения, говорится, что они были сформированы на основе Самди Нирмочины Сутры. И именно поэтому нам следует обратить внимание на этот текст. Когда, опираясь на эту сутру, воззрение философии Читаматры обрело свою завершенность, однако это сформирование воззрения Читаматры, но как это воззрение было распространено, говорится, что это произошло благодаря 3 индивидам. Это те, кого зовут Майдрея, Асанга и Васубанду. Благодаря
их доброте, эти воззрение Читаматры смогло распространиться повсеместно. И первое, о чем нам следует говорить, это Бодхисаттва Майтрея. Майтрея Надха, защитник Майтрея. Мы говорим, что Читаматра берет свое начало от Майтрея. Майтрея является основателем Читаматры. И статуя, которую вы видели на экране, это статуя из Гандары. Это современный Пакистан, столица Гандары, это современный Пешавар. Это каменная статуя из Гандары. Итак, мы говорим о Майтрее, регенте Майтрее, наместнике Майтрее. Кто такой Майтрее? Мы называем его Майтрея Надха, защитник Майтрея. Поэтому, если я буду называть его просто Майтрея, то, возможно, это будет звучать неуважительным. Поэтому скорее нужно называть его Майтрея Надха, защитник Майтрея. Итак, вопрос, был ли Майтрея исторической фигурой? Ответом на этот вопрос был, скорее всего, нет. Однако у ученых различные мнения по этому поводу. Эти мнения можно разделить на две основных позиции. Первая из них – это то, что защитник Майтрея не был исторической личностью. И причиной для такого утверждения – это история Асанги, мастера Асанги. И говорится, что Асанга жил в Северной Индии, в регионе, в котором был распространен культ Майтрея, то есть люди обладали великой верой в Бодхисаттве Майтрея. И поскольку он был окружен этой влиянием, почитанием Бодхисаттвы Майтрея, он считал Майтрею, Надху, которому у него была такая преданность, он считал их своим гуру. Но это не был какой-то живой человек, гуру. Это было скорее божество Едам. Но в то время, возможно, в контексте Махаяны не говорили о божестве Едаме, но гуру был для него именно как божеством Едамом. И Асанга утверждал, что все эти трактаты, которые он записал своей рукой, на самом деле принадлежат авторству Майтрея. И из этого свидетельства мы можем сделать вывод, что Майтрея не был исторической фигурой, но у Асанги была такая вера и преданность к Майтрею, что его имя появилось на этих трактатах, которые были написаны рукой Асанги. Это первое отношение к связи Асанги и Майтрея. А второе – это мнение о том, что Майтрея был исторической фигурой, что это был некий человек, за которым Асанга следовал как за гуру. Это был физический человек, которого все могли видеть, которого могли все воспринимать. То есть это был живой человек, а не божество.
И, и, и если первое отношение к Майтреи как не исторической фигуре, как божеству, основывается на китайских и тибетских источниках, в которых написано, что сказано, что Асанга реализовал дхьяну, и благодаря реализации дхьяны он обладал ясновидением, и благодаря этой силе ясновидения он отправился в чистую землю Тушиты, это божественный мир Тушиты. Но что значит отправился? Отправился не значит попал туда на физическом уровне, как мы садимся в самолет и летим в Америку. Он отправился туда на метафизическом уровне. Он отправился в Тушиту, и с кем он там встретился? С защитником Майтреи. Как обычно говорится, что перед тем, как Будда Шакьямуни пришел в этот мир, он назначил Майтрею своим наместником. И поэтому Майтрея пребывает в Тушите перед тем, как прийти в этот мир как следующий Будда. И именно поэтому, когда Асанга отправился в Тушиту, он там встретился с Майтреей. Именно так утверждает тибетская традиция, а также китайская традиция. Если мы возьмем это описание за основу, то мы можем считать, что у Асанги было чистое видение, неопытные переживания, которые он обрел во время пребывания в Дхьяне, встречи с Майтреей. При этом Майтрея не был исторической фигурой, поскольку он отправился в мир богов. Тушита — это не мир людей, это мир богов. Вот мир богов отличается от мира людей. Боги — это не то, что люди могут видеть. Поэтому то, что Асанга увидел в божественном мире, кто это, кого он увидел? Нет. И зачем он туда отправился, чтобы встретиться с Майтреей? Поскольку практиковать дхьяну и обрести такое ясновидение, которое позволило ему попасть в Тушиту, это нелегко. И тем не менее говорится, что Асанга обрел видение Майтрея в своей дхьяне медитативном сосредоточении, и при этом Майтрея не был живым человеком. И это очень древняя история, это древнее предание, это не то, что было выдумано вчера. Это предание, которое происходит из древнего Тибета, из древнего Китая. Этому преданию более 1000 лет. Однако, что касается второго отношения, о том, что Майтрея был живым человеком, то в Японии есть ученый, которого зовут Хакуджи Уи. Хакуджи Уи — это специалист по читтаматре. Когда я произношу японские имена, я не уверен, что японцы могут понять, что я хочу сказать, но тем не менее я пытаюсь произнести имя японских ученых. В общем, жил этот Хакуджи Уи в 1922, примерно в 20-х годах 20 века. И в 1922 году он выдвинул гипотезу о том, что Майтрея был исторической фигурой. И он не только сказал, что Майтрея был живым человеком, но он также предположил даты его жизни. И даты, которые он предложил, это 270-350 год нашей эры. И
То есть этот японский ученый выдвинул гипотезу о том, что Майтрея был живым человеком и также предложил даты его жизни. И это вызвало очень живые дискуссии. Были те, кто с ним согласился, и те, кто с ним не согласился. И этот вопрос не был решен, поскольку не было какого-то консенсуса, единства по этому вопросу. Кто-то с ним согласился, кто-то не согласился, и поэтому эти дебаты продолжаются. Если позже у меня будет время, я расскажу вам о том, как развивался этот спор между учеными по поводу Майтрея как исторической фигуры. Но независимо от того, был ли Майтрея историческим персонажем, либо нет, в тибетском каноне многие тексты обозначены как принадлежащие авторству Майтрея. И в этих текстах, которые приписываются Майтрею, они очень тесно связаны. Тесно связаны идеи, которые в них излагаются, также находятся в единстве. И поскольку наблюдается это единство между мыслями, которые в них содержатся, последовательностью изложения, то, в принципе, есть логика в том, что эти трактаты приписываются Майтрею. Давайте я приведу вам примеры. В тибетской традиции мы называем это 5 трактатов Майтрея, 5 даров Майтрея. И эти 5 трактатов по-разному определяются в китайском каноне и в тибетском каноне. И в этих перечнях текстов, которые приписываются Майтрею, некоторые из них совпадают, но некоторые из них и различны. К примеру, в китайском каноне говорится, что Йогачара Бхуми, трактат, который не переведен на тибетский, который называется «Развлечение йоги», скажем, это Махаяна Сутра Ламкара, украшение Сутры Махаяны, Мадья Мадьянда Вибага, разделение средины от крайности, и комментарии на Ваджрачедику Судру. В китайском каноне именно эти тексты приписываются Майтрею. В тибетском каноне второй текст, то, что называется «Развлечение йоги», не переведен на тибетский, и также комментарий на Ваджрачедику Сутру не считается принадлежащим Майтрею. Что касается второго текста, он не только не переведен на тибетский, но в нем даже нет никаких упоминаний в тибетском каноне. Однако в китайском каноне все эти тексты приписываются Майтрею. И в тибетской традиции есть 2 текста, которые приписываются Майтрею, но в китайском каноне таким не признают. Это Абисамая Аламкара, украшение ясного познания. Вы все знаете, кто такой Абисамая Аламкара, вы ее изучаете в монастырском колледже. И также 5-й трактат – это Уттаратантра Шастра, либо Ратнаготра Вибага. Этот трактат также в китайском каноне не считается принадлежащим Майтрею.
Уттаратантра Шастра — это очень обширный трактат. Я бы хотел учить по нему, но мне кажется, что если я начну учить по Уттаратантра Шастре, то мне потребуется десятилетия, чтобы завершить эти учения. Как бы там ни было, я надеюсь, что, возможно, в будущем у меня будет такая возможность. Главное, что я хочу сказать сейчас, это то, что Уттаратантра Шастра не считается принадлежащим Майтрея, и этот трактат не был переведен на китайский в древнее время. Существует современный перевод Уттаратантра Шастра на китайский, но нету древнего перевода. Какие тексты признаются как принадлежащие Майтрею и в тибетской, и китайской традиции? Это то, что и современные ученые также считают принадлежащие Майтрею. А те трактаты, которые вызывают противоречия между двумя канонами, также вызывают и противоречия у современных ученых. Итак, у нас есть 4 текста, которые, в общем, признаются как принадлежащие Майтрею. И среди этих текстов фигурирует Йогачара Бхуми. В тибетской традиции Йогачара Бхуми не приписывается Майтрею, но Асанге. И если мы взглянем на содержание Йогачара Бхуми, мы видим, что содержание Йогачара Бхуми отличается от других трактатов Майтрея, таких как Махаяна Сутра Аламкара, Мадья Мадьянта Вибхага, Дарма Дармата Вибхага и Висама Аламкара. Поэтому согласно этому, трудно утверждать, что Йогачара Бхуми принадлежит тому же авторству, что и другие трактаты. Я хочу привести пример из различий в терминологии. Итак, каким образом Йогачара Бхуми можно отделить от Махаяна Сутры Аламкара, Мадья Мадьянта Вибхага и Дарма Дармата Вибхагу? В этих текстах используется термин Абхута Парикалпа на санскрите. Это то, что означает природу, которая не возникает, которая является воображаемой. Кроме того, на санскрите у нас есть понятие грахака, то, что воспринимается и воспринимаемое. То, кто воспринимает и воспринимаемое. И кроме того, и третий термин — это пратибхаса абхаса. Это то, что называется проявление и кажущееся проявление. И все эти 3 понятия, они очень широко используются в трактатах, которые приписываются Майтрею в тибетской традиции, такие как Висама Аламкара, Махаяна Сутра Аламкара и другие. Однако они не встречаются в Йогачара Бхуми. И поэтому современные ученые, на основе этого, современные ученые говорят, что Майтрея не является автором Йогачара Бхуми. Есть такой японский ученый, которого зовут Хакамая Нориаки. И он говорит о том, что когда Асанга пребывал в медитации, он встретился с Майтреей. И поскольку он обладал великой верой к Майтрею, Майтрея даровал ему учение. И Асанга сделал заметки по поводу этих учений. И затем он записал их в развернутой письменной форме. Именно так появились эти трактаты. Кроме того, есть такой американский ученый по фамилии Веб. И он считает,
что когда Рвак считает, что когда Асанга работал на собрании воедино всех этих наставлений, которые получил, он получил от своих учителей, то у него было вот это глубокое переживание, что его ум был благословлен Майтрея. Мы можем сказать, что он был вдохновлен Майтрея. И это было такое сильное переживание. И в этом состоянии этого переживания Асанга написал Йогачара Бхуми. И поскольку, когда он писал этот трактат, сочинял этот трактат, у него было это сильное переживание благословения, полученное от Майтрея, либо вдохновение от преданности к Майтрею, что когда он написал, что в конце подписал его как принадлежащее Майтрею. Тем не менее, Руэк считает, что Майтрея не был исторической фигурой. Итак, как подведя итог этим разным мнениям по поводу того, кто такой Майтрея, что Асанга получил благословение или вдохновение от Майтрея, и он сам написал эти трактаты, либо что Майтрея создал эти трактаты. И также многие другие ученые говорят о том, что трактат, который называется Йогачара Бхуми, на самом деле был создан не одним философом, а многими философами, которые сотрудничали в создании этого трактата. То есть Йогачара Бхуми принадлежит перу не одного философу, а многих философов. И так считает не один ученый, а довольно много современных ученых. К примеру, в Германии есть один известный специалист по читаматре, которого зовут Ламберт Шмидхаузен. Ламберт Шмидхаузен. И он утверждает, что Йогачара Бхуми не был создан какое-то одно непродолжительное время, что этот трактат был создан постепенно во время жизни нескольких поколений. И кроме того, в Йогачара Бхуми упоминается Махаяна Сутра Аламкара, и поэтому по этой причине говорится, что Йогачара Бхуми был создан после Махаяна Сутра Аламкара. Однако, если считать, что Йогачара Бхуми является одним целостным трактатом, но чем-то, что было создано на протяжении долгого времени, то тогда Йогачара Бхуми можно разделить на части, и одни части Йогачара Бхуми были созданы в то же время, что другие трактаты Майтрея, а другие части позже. Есть еще один японский ученый Сукуру Йиджон, и он также считает, что Йогачара Бхуми был создан многими философами, которые сотрудничали друг с другом. То есть первый ученый считает, что этот трактат был создан на протяжении нескольких поколений, тогда как этот японец считает, что он был создан современниками в одно и то же время, но тем не менее не был создан одним автором, но несколькими авторами. То есть не так уж много современных ученых считает, что Йогачара Бхуми принадлежит перу лишь одного какого-то философа.
И это сейчас является довольно распространенным научным мнением. И когда, когда мы смотрим на содержание Йогачара Бхуми, то мы видим, что этот трактат был создан практиком, либо практиками, основываясь на их опытном переживании. И это создание этого текста, на создание этого текста ушло много времени, что он не был создан очень быстро. И анализируя содержание Йогачара Бхуми, ученые приходят к выводу, что некоторые части Йогачара Бхуми был создан были созданы ранее, другие позже. И говорится, что самой ранней частью Йогачара Бхуми является Бодхисаттва Бхуми. Бодхисаттва Бхуми является частью Йогачара Бхуми, и именно эта часть считается наиболее ранней. Есть еще один японец Одани Нобучи. И этот ученый в 1987 году сказал, что Бодхисаттва Бхуми был создан раньше, чем Махаяна Сутра Аламкара. И он объяснил причины такого утверждения и источники, на которые он опирался. Позже американский ученый по фамилии Вейман в 1961 году объяснял, что в Бодхисаттва Бхуми содержатся цитаты из Махаяна Сутры Аламкары. И основываясь на этом, можно считать, что Бодхисаттва Бхуми были созданы после Махаяна Сутры Аламкара. Однако немецкий ученый, о котором я уже упоминал, Ламберт Шмидхаузен, опроверг это в своей публикации 1969 года, в котором он проанализировал употребление слова аламкара, украшение, и сказал, что аламкара, что аламкара означает не само украшение, а стиль письма. Поэтому стиль сочинений. Именно поэтому то, что в Бодхисаттва Бхуми указывается как аламкара, на самом деле не относится к Махаяна Сутра Аламкаре, и поэтому говорит, что Бодхисаттва Бхуми были созданы после Махаяна Сутры Аламкары, является неверным. И этот японский ученый Одани Нобучи, про который я уже упоминал, он утверждал, что, основываясь на комментарии Стирамати, что Бодхисаттва Бхуми предшествует Махаяна Сутре Аламкаре. И
после утверждения этих ученых похоже, что наблюдается консенсус среди ученых о том, что Бодхисаттва Буми был создан ранее, перед Махаяна Сутрой Аламкары. Бы там ни было, мы можем видеть схожесть в философской мысли в этих двух работах. И также мы можем видеть свидетельство того, что философская мысль, изложенная в Бодхисаттва Буми, предшествует тому, что развито в Махаяна Сутра Аламкаре. И мы также можем наблюдать, какой путь развития Читаматра прошла между этими двумя трактатами. Однако, если Бодхисаттва Буми принадлежат Асанге, а Махаяна Сутра Аламкара Майтрея, то тогда у нас возникнет проблема, поскольку если мы считаем, что Йогачарья Буми написаны Асангой, а Махаяна Сутра Аламкары созданы Майтреей, то у нас есть проблема, поскольку в этом случае Майтрея должен был создать свой трактат до Асанги. Однако в таком случае также мы можем утверждать, что Асанга использовал Махаяна Сутру Аламкару для того, чтобы создать свой трактат Йогачарья Буми. И другой вопрос это, кто является автором Махаяна Сутры Аламкары? Является ли автором этого трактата Асанга либо Майтрея? И среди современных ученых наблюдаются различные мнения по этому поводу, и этот вопрос не был решен. Однако, если мы захотим описать основные, особенные позиции ученых по этому вопросу, мы можем выделить следующую. Первая позиция – это позиция ученого по фамилии Леви. Мне кажется, что он немец. И что говорит этот немец по фамилии Леви, что Махаяна Сутра Аламкара сохранилась в двух версиях, стихотворной и прозаической. И они обе сохранены на тибетском. И обычно считается, что прозаическая версия является комментарием на стихотворную. И он считает, что обе эти версии принадлежат Асанге. Второй – это японский ученый Хокуджу Уи, который считает, что стихотворная версия была создана Майтреей, тогда как прозаическая версия была создана Асангой. Вейман, в свою очередь, отрицает, что Асанга написал стихотворную форму, а что касается прозаической формы, то он считает, что она была создана либо Асангой, либо Васубанду. И четвертая позиция – это японский ученый Сусуму Ямагучи, который считает, что Асанга написал прозаическую форму, тогда как Васубанду написал стихотворную форму трактата Махаяна Сутра Аламкара. И также позже получили известность два японских ученых, которые тщательно исследовали вопрос авторства Махаяна Сутра Аламкары и Йогачарья Буми. И в результате они пришли к такому выводу. У нас вопрос, и был ли Майтрея историческим человеком? Если, поскольку сложно утверждать, что Майтрея была исторической личностью, поэтому если
Майтрея не является исторической личностью, тогда основателем традиции йогачары является Асанга. И один из этих японских ученых считает, что Майтрея — это просто то, что это просто видение, которое обрели практикующие йогу. И именно поэтому, поскольку это то, что они познали в своей медитации на дьяна, этот опыт, который они обрели, они сочли его основой, на основе, почему они создали этот трактат. И именно поэтому они назвали имя Майтрея как автор. То есть это великую силу, которая привела к этому прозрению, на основе которой был создан этот трактат. Они назвали Майтрея. Из Майтрея они считали это силу, которая возникла из медитации на дьян. Если считать Майтрея таким образом, то в этом нет никакой проблемы. Если мы посмотрим на это с научной точки зрения, то это похоже на научную фантастику. Это несколько удивительные идеи. Но в отличие от научной фантастики, здесь мы говорим о людях, у которых был действительный опыт медитации. И опыт медитации отличается от опыта тех, кто не практикует. Потому что если это практик, который обретший реализацию в практике, то, как такой практик понимает истинную природу, и то, как истинная природа понимается человеком, который не практикует, это две разные вещи. Почему? Потому что обычные люди, которые не практикуют, считают все, что проявляется для наших 5 органов чувств, истинными. Они считают, что это истинно существует, что это так и есть. И кроме того, именно поэтому трудно утверждать, что является истинным, а что нет. Но когда мы пытаемся определить, кто является автором того или иного трактата, то мы ищем физического человека, некого живого человека, кто написал определенный трактат. И тогда возникает проблема. Однако, если автором не является физический человек, это какое-то видение, которое обрел Асанга, например, видение, что он посетил Тушиту и там получил учение, то это совсем другая история, совсем другая ситуация. И это не то переживание, которое может иметь обычный человек в своем обычном восприятии. Поэтому, если мы примем во внимание необычное восприятие, то тогда и не будет вопроса о том, существовал ли этот человек исторически, был ли он исторической личностью. И именно поэтому, если мы хотим установить связь между Майтреей и Асангой, нам нужно установить авторство
того, кто создал Махаяна Сутру Аламкару. Однако, несмотря на все эти длительные дебаты по этому поводу, до сих пор нет ясности и консенсуса по этому вопросу. И кроме Махаяна Сутры Аламкары есть другие трактаты, приписываемые Майтрея, например, Дharma Дharмата Вибага, развлечение дharмы, дharматы истинной природы и дharм явления. И японский ученый Хакамая Нуриаки считает, что Дharma Дharмата Вибага не принадлежит авторству Майтрея, но была позже, создана позже. И довольно много японских ученых соглашается с этой позицией. И причина, по которой они утверждают это, что в Дharma Дharмата Вибага встречается термин, который мы можем перевести как трансформация либо изменение. Но в других трактатах этот понятие не встречается. Но сейчас нет нужды говорить об этом подробно. Единственное, что следует запомнить, что по этим вопросам нет консенсуса. Много ученые писали по этому поводу, и некоторые из них считают, что Дharma Дharмата Вибага была создана позже, и они не соглашаются, что этот трактат принадлежит Майтрею. Итак, подведя итог тому, что мы обсуждали сегодня, ключевые пункты того, что касается нашего обсуждения о Майтрея. Если мы не подведем итог, то вы запутаетесь в деталях. Если у вас не будет ясности по этому вопросу, вы можете заснуть. Я, к сожалению, не могу заснуть, поскольку я учу вас. Итак, подводя итог. Первое, о чем мы говорили касательно Майтрея, это был ли Майтрея исторической личностью или нет. Второе, это вопрос, кто является автором Йогачара Бхуми, является ли это Майтрея или Асанга. Третье, это что часть Йогачара Бхуми под названием Бодхисаттва Бхуми является ли он более ранним, чем трактат Махаяна Сутра Аламкара. Четвертое. Если Йогачара Бхуми принадлежит Асанге, а Махаяна Сутра Аламкара принадлежит Майтрея, то последовательность тогда нарушена. Пятое. Это то, что многие современные ученые признают Йогачара Бхуми. Подождите минутку. Нужно поменять слайд. Итак, что многие современные ученые считают, что Йогачара Бхуми была написана не одним автором, а несколькими учеными, несколькими философами, которые сотрудничали и создали этот трактат совместно. Затем следующее. Шестое, что есть дебаты по поводу того, кто является автором Махаяна Сутры Аламкары. И по этому поводу есть 4 различных позиции, которые я вам описал. И 7 пункт. Это многие ученые считают, что Дharma Дharmata Vibhaga — это более поздняя работа, которая не была написана Майтрея. И это основной итог того, что мы обсуждали сегодня. И на этом мы закончим. И сейчас посвящение заслуги.
Jagün